Энергетики столицы соревновались по пожарно-прикладному мастерству. В Якутске прошли 5-е ежегодные соревнования между филиалами компании «Якутскэнерго» и ее дочерними предприятиями. 11 команд состязались на знание правил пожарной безопасности по сохранению жизни человека и на скорость в пожарной эстафете. За ходом мероприятий наблюдала Саргалана Федорова. Огнеборцы демонстрируют навыки тушения открытого возгорания. На 110-метровой полосе необходимо соединить несколько рукавов и направленной струей воды из 2 пожарных стволов сбить мишени. Команда «Энергосбыта» преодолела дистанцию за 54 секунды и быстро потушила открытое пламя. Хоть и не так много на подготовку времени отвелось, но все же мы, я считаю, хорошо довольно-таки подготовились и показали максимум. Команда, в принципе, молодая у нас, но ребята хорошие, хорошо занимались, тренировались. Такие системные соревнования вообще очень даже хорошо проводить. Участники работают слаженно и бойко, но есть и те, кому действовать дается нелегко. Ошибку совершил. В перчатках неудобно чеку дергать, и поэтому замешкался на этом этапе, поэтому не потушил. Интересное соревнование, очень так, даже горд, что поучаствовал. Впервые в соревнованиях отважилась принять участие женская команда. С мужчинами сложновато соревноваться, но все-таки мы думаем, что окажемся где-нибудь, не из последних, а где-нибудь в середине. И надеемся, что в следующем году, через год хотя бы, женские команды других структурных предприятий присоединятся к нам. Участники почти все новички, ведь цель соревнований – оттачивание мастерства молодых энергетиков. Чтобы они не пасовали перед возникшей угрозой пожара, чтобы они знали четко до автоматизма, что нужно делать, когда начинается пожар, чтобы они могли спасти жизнь человека не только на производстве, но и отдыхая где-нибудь. Организаторы считают, что подобные соревнования можно проводить не только между профессиональными пожарными, но и среди работников сельскохозяйственных, промышленных, строительных предприятий. Результаты сегодняшних пожарных баталий станут известны завтра. Саргалана Федорова, Арсен Степанов, Якутск.